выставке представлены самые разные модели швейных машин. Раритетные с уникальной историей и необычной гравировкой, современные рабочие и сувенирные. К примеру, эта малышка родом из Франции. Порядка 200 швейных машинок из разных стран и эпох. Настоящее путешествие в мир моды и дизайна. Маку Гадиеву с детства тянуло к тканям и шитью. Маленькое увлечение переросло в необычное хобби. Некоторые отреставрированы, а некоторые мы оставили в первозданном виде, потому что все-таки они имеют свою историю, они имеют свой цвет, о многом даже вот по машинке можно узнать о предыдущих хозяевах этой машинки. При каждой, что самое удивительное, масленка даже вот сохранилась, благодаря которой, видимо, подпитывали эту машинку маслами. И они все в идеальном рабочем состоянии. Если театр начинается с вешалки, то этот музей начался с чайки, на которой шили еще бабушка и мама Маки Гадиевой. Настоящая легенда в мире портных. Это швейная машина «Чайка». Она была так названа в честь Валентины Владимировны Терешковой. Это первая женщина-космонавт, всеми любимая в СССР. Во время полета в космос она имела позывной «Чайка», поэтому так и назвали машинку. Машинка получилась очень удачной, так как она оснащалась мощным электродвигателем, могла делать несколько видов строчек, имела регулятор ширины и длины стежка, приспособление для натяжения верхней нити и регулятор заднего хода, обратного хода. Эскиз машины для шитья нарисовал еще Леонардо да Винчи, а в России этот агрегат появился лишь в 20 веке. У каждого экспоната своя история. Одной из самых старых машинок в коллекции музея более 100 лет, впрочем, как и большинству здесь. Но особое место в коллекции занимают и вот такие игрушечные модели, у которых притом вполне функциональный механизм. Есть здесь место и необычным музыкальным вещицам. Тоже по теме швейная машинка. Ящичек для ниточек открывается, играет музыка. Успокаивает, наслаждайтесь машинками. В общем, все как положено. Агрегат, который в прежние времена считался обязательным для хорошей хозяйки и передавался из поколения в поколение. Сейчас век высоких технологий. Портнихи предпочитают электронные швейные машинки со встроенным микропроцессором. Но для тех, кто по-настоящему горит своим делом, особую ценность имеют именно раритетные модели. Эта машинка Veritas, она появилась в 1903 году, и у нее есть очень богатая история, она также очень удобна в использовании. Для многих это, наверное, просто машинка, но когда я сажусь за эту машинку, для меня это бывает, я чувствую всю эту историю, всю эту эпоху, ведь кто-то когда-то, скорее всего, какой-то известный дизайнер работал на этой машинке и создавал что-нибудь. И к тому же это очень редкий экспонат, который наш директор смогла достать, и таких штук вроде было всего 50 во всем мире. Сейчас одежду проще купить, чем шить самому. Швейные машинки, как раньше, не встретишь в каждом доме. Однако популярность профессия портного все-таки не теряет. И во многом благодаря таким необычным музеям. Накануне он вошел в Ассоциацию частных музеев России. А значит, его коллекция будет только пополняться. Тамара Хашагульгова, Абдулла Халухоев, Новости 24.